Всем привет, ребята! Сегодня мы, как и обещали в прошедшем видео, будем говорить о дальнейших планах Димаша Кудайбергена. Итак, казахстанец Димаш Кудайберген завершил участие в китайском музыкальном конкурсе «Яма Сингер», заняв там второе место. Шоу сделало певца невероятно популярным не только в Китае, но и по всему миру. Каковы дальнейшие планы Димаша? Димаш возвращается в город Чанша, потому что 19 го и 22 го числа у него будет выступление на мероприятиях. Он подписал соглашение, которое подписывает каждый участник конкурса, поэтому у него еще есть обязанности по выступлению в Китае. После 22 апреля он приедет в Казахстан, где пройдет мероприятие, посвященное его участию в конкурсе. Кроме того, планируется, что Димаш примет участие в презентации казахстанского павильона кинофестиваля «Евразия», которая пройдет во французских Каннах. Есть планы, что он поедет в Америку. Сейчас Димаш является студентом 3-го курса Казахского национального университета искусств. В рамках любой программы есть стажировки, мастер-классы. Айман Кажабековна сказала, что он поедет на обучение в Америку, так же, как и другие студенты в рамках своей учебной программы. Также Димаш планирует 27 июня провести сольный концерт в Астане, в рамках выставки «Экспо», участие в котором подтвердили некоторые популярные зарубежные исполнители. Мы планируем, что кто-то с китайской стороны будет участвовать. И еще, многих волнует вопрос, будет ли он участвовать в Евровидении. Наша страна не является участником Евровидения. Мы уже 3 года подряд направляем заявки, из года в год нам отвечают, что, к сожалению, Казахстан не является участником, не может участвовать как европейская страна. Мы предложили, чтобы Димаш выступил на Евровидении как гость. Но по срокам Евровидения будет в мае, а Димаш пока связан контрактом, поэтому он будет дорабатывать. Не в этом году, так в следующем. На этом у нас все. Не забудьте подписаться на канал. Всем пока.